Доброе утро, уважаемые телезрители! В эфире национальной вещательной компании «Саха» передача «Новый день». В последующие 60 минут вы узнаете много интересной и полезной информации. В студии работает Власий Сергеев. Ну и по традиции в начале эфира предлагаю вам обратиться к прогнозу погоды. Итак, сегодня 17 декабря, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В центральных улусах в 6 часов утра минус 40, минус 46, днем минус 35, минус 44. Заречье минус 43, минус 47 утром и минус 41, минус 46 днем. Южные улусы минус 23, минус 38 утром и минус 22, минус 25 днем. Вилюйские улусы утром минус 33, минус 43 градуса, днем ожидается минус 30, минус 41. Нижнеленские улусы минус 42, минус 45 это утром и минус 40, минус 44 днем. Западные улусы минус 28, минус 42 утром и днем минус 27, минус 40. Колым-Андигирские улусы утром минус 29, минус 49 и днем ожидается минус 23, минус 45. Янские улусы минус 30, минус 45 утром и днем минус 27, минус 40 градусов. Северо-западные улусы минус 38, минус 42 утром и днем минус 39, минус 43 градуса. В Якутске, в столице республики, в 6 часов утра температура воздуха минус 47 градусов. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Утром у нас стоит туман, ветер западный 0 метров в секунду. Ну а днем ожидается минус 38, минус 40 градусов. Ну и отметим, что для учащихся с 1 по 5 классы школ города Якутска сегодня объявлен активированный день. Это была погода на канале НВК «Саха», дорогие друзья. Ну а сейчас я хочу передать слово моим коллегам из информационного отдела, которые расскажут вам о главных новостях республики и страны. К этому часу эфир продолжает новостной блок. Утренний эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Сегодня состоится ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Она пройдет в видеоформате и будет включать элементы прямой линии. Эти изменения были внесены из-за ситуации с коронавирусом. Региональные журналисты будут работать на спецплощадках в своих федеральных округах. Ну а в Москве представители СМИ соберутся в Международном центре торговли. При этом каждый россиянин может задать свой вопрос президенту. Для этого необходимо зайти на сайт moskvaputinu.ru и выбрать один из способов. Также к российскому лидеру можно обратиться в формате видео или текста через одноименное приложение. Известно, что все поступающие от россиян обращения обрабатываются волонтерами. Срок возврата долгов по кредитам в России продлен до мая следующего года. Сенаторы одобрили поправки в закон об особенностях возврата просроченной задолженности в период пандемии. Ранее срок возврата долгов по кредитам без крайних мер принуждения ограничивался октябрем текущего года. Авторы поправок подчеркивают, что данные меры особенно актуальны для представителей малого и среднего бизнеса, которые столкнулись с серьезнейшими сложностями во время пандемии. Минпросвещение усилит работу с учениками по безопасному поведению на дорогах. Министерство также уделит внимание развитию центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Об этом сообщила замдиректора Департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Юлия Костыряченко. По ее словам, на сегодняшний день таких центров всего 120 на всю Россию, но министерство будет стремиться создать их в каждом регионе. Кроме того, рассматривается вопрос о создании окружных центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. До 10 тонн повышена грузоподъемность на ледовом автозимнике Хатасы-Павловск. Комиссионное решение Укравтодора Республики и МЧС России принято накануне после замеров толщины льда. Открытие переправы для проезда машин с максимальной массой до 20 тонн ожидается на следующей неделе в зависимости от промерзания льда. В настоящее время продолжаются работы по устройству ледового автозимника в направлении Камгаласы-Сотинцы. Ориентировочно его открытие намечено на 27 декабря.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет за декабрь будет выплачено до конца года, а не как положено в первой половине января. Отметим, такая практика в региональном отделении Фонда соцстрахования «Не нова». Заблаговременные выплаты в конце года производят в связи с длительными выходными в январе. Получая такое пособие в республике порядка 9 тысяч семей. У нас по республике в целом получают 8900 получателей по уходу за ребенком до 1,5 лет. Хочу сделать ремарку, что это именно работающие граждане, которые сидят сейчас по уходу. Всего выплачено 144 миллиона рублей, ежемесячно выплачивается в зависимости от размера заработной платы работающих граждан и в соответствии с количеством детей. Сохраняя наследие, продолжая традиции, выставку о Чурапчинском улусе открыли в Якутском музее истории и культуры народов Севера имени Ярославского. Экспозицию посвятили столетию образования Якутской ССР и 90-летию улуса. Среди уникальных экспонатов есть серебряный комплект женских украшений XIX века, иконы якутского самородка Мыты-Якы, письменный стол писателя Семена Яковлева. Интерес посетителей вызывает и старинный телеграфный аппарат, принявший телеграмму от самого Ленина. Отдельно есть экспозиции, посвященные первому якутскому лингвисту Семену Новгородову, профессору Георгию Башарину и другим знаменитым уроженцам Якутии. Мы следим за развитием событий. Берегите себя и удачного дня! Таковы главные новости к этому часу. Мы благодарим наших коллег и, конечно же, очень надеемся, что сегодняшний день, дорогие друзья, запомнится вам только положительными событиями. Ну а сейчас мы, в свою очередь, тоже хотим вам предложить подборку интересных новостей. Итак, давайте начнем. Роспотребнадзор дал советы по выбору сладких новогодних подарков. В первую очередь рекомендовано обращать внимание на упаковку. Она должна содержать информацию о названии, составе, количестве содержимого, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения и, конечно же, не быть поврежденной. Специалисты напоминают, что срок годности устанавливается по самому скоропортящемуся продукту, входящему в состав сладкого набора. Роспотребнадзор советует обратить внимание на потенциальные аллергены, например, арахис. В составе также не должно быть усилителей вкуса, консервантов, синтетических красителей и натурального кофе. Ну и самое главное, сладкие подарки следует покупать только в местах организованной торговли. Люди с депрессией более подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, у кого нет проблем с психическим здоровьем. Об этом заявили эксперты Кембриджского университета. Ученые проанализировали медицинские карты более 500 тысяч человек, ранее не сталкивавшихся с проблемами сердца. Участникам исследования проставляли баллы с учетом их ответов на вопросы о любых проявлениях депрессии, с которыми они могли столкнуться за последние 2 недели. Специалисты обнаружили, что люди с самыми тяжелыми симптомами депрессии впоследствии оказались более подвержены сердечным заболеваниям. Так известно о 21 случае среди сердечных приступов и 15 инсультах на 1000 человек с наивысшими баллами и лишь 14 случаях болезни сердца и 10 инсультах в группе с низкими баллами. Министерство спорта Якутии и Российский футбольный союз заключили соглашение о развитии футбола в республике. Согласно плану работы, в регионе должны появиться новые соревнования по большому и мини-футболу, в том числе школьная мини-футбольная и студенческая лиги, а также масштабный республиканский фестиваль. Стороны договорились о строительстве в населенных пунктах Якутии 5 инфраструктурных объектов. К 2024 году в регионе должны быть созданы все условия для появления профессионального мужского клуба и женского мини-футбольного клуба, выступающих в чемпионате России. Также в республике будут подготовлены новые квалифицированные тренеры и судьи. Действительно, хорошая новость для любителей футбола. Надеемся, что это сотрудничество будет плодотворным. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы хотим предложить вашему вниманию нашу традиционную рубрику под названием «Гороскоп». О чем нам говорят звезды сегодня, узнаем в следующем материале.
Начало дня у Овнов будет довольно неудачным. В это время вы склонны переоценивать свои возможности, давать обещания, которые будет трудно выполнить. Позже ситуация изменится к лучшему. Вы получите важную информацию и примете верное решение. Тельцы, не спешите. Утро не лучшее время для важных дел, а вот позже наступит благоприятный период. Хорошо проходят рабочие переговоры, возможно, вам предложат проект, обещающий большую прибыль. Вероятны приятные встречи, вы быстро проникнетесь симпатией к новым знакомым, и они ответят вам тем же. Близнецы. Не ищите врагов, даже если вам очень хочется обвинить кого-то во всех своих бедах, куда разумнее будет сосредоточиться на том, как можно изменить ситуацию к лучшему. Вторая половина дня даст шанс добиться успеха в деле, которое вы считали почти безнадежным, но для этого потребуются неожиданные и смелые решения. Для раков день не самый удачный, но и не слишком сложный. Чтобы достичь поставленных целей, нужно приложить усилия. Если вы к этому готовы, действуйте и ничего не откладывайте на потом. Сегодня не стоит делать покупок и заключать сделки, потому что вы склонны к некоторому легкомыслию там, где речь идет о деньгах. Начало дня у львов будет трудным. Для важных дел это время подходит плохо, так что лучше немного подождать. Это касается и ответственных переговоров. Провести их удачно вечером будет гораздо проще. Во второй половине дня возможны приятные события в семье. Некоторые львы получат хорошие новости, касающиеся родственников. Трудное начало дня у Девы. В это время возможны конфликты и споры. Не исключены какие-то недоразумения, неприятные события. Но напряженный период продлится всего несколько часов, и вскоре вы заметите перемены к лучшему. Прислушайтесь к подсказкам интуиции, именно благодаря им вы примете верные решения. Весам трудно сосредоточиться на делах. Не все сразу получается так, как надо. Вы то сердитесь, то огорчаетесь и начинаете сомневаться в себе. Но для того, чтобы справиться с трудностями, нужно сохранять самообладание, а по возможности еще и хорошее настроение. Постарайтесь найти время для общения со старыми друзьями. У них найдутся для вас отличные новости и интересные предложения. Для скорпионов легким и приятным будет начало дня. Возможно, удачное стечение обстоятельств, неожиданное везение, благодаря которому решится проблема, беспокоившая вас в последнее время. Во второй половине дня могут возникнуть трудности в общении с окружающими. Старайтесь не обижаться на критику в свой адрес. У стрельцов начало дня будет не самым удачным, но неприятные события этого периода не заставят вас потерять равновесие, забыть о своих планах или отказаться от смелых идей. Постепенно влияние позитивных тенденций будет усиливаться, вы почувствуете себя гораздо увереннее и поймете, что настало подходящее время для решительных действий. Козерогам важно максимально эффективно использовать начало дня. Это благоприятное время, и будет обидно потратить его напрасно. Не откладывайте на потом дела, требующие творческого подхода, фантазии и изобретательности. Во второй половине дня могут возникнуть финансовые трудности, вероятные неудачные покупки. Водолеев ждет благоприятный и плодотворный день. Не бойтесь сложных задач. Сейчас можно очень хорошо справиться с ними и принять верные решения. Интуиция и опыт помогают разобраться в неоднозначных ситуациях. Старайтесь избегать переутомлений во второй половине дня. В это время ваш организм более уязвим, чем обычно. Очень плодотворный день для рыбы. Можно добиться успеха в работе, сделать много полезного для себя и других. Окружающие охотно прислушиваются к вашему мнению. Вы готовы многим помочь, но старайтесь быть разборчивыми. Кто-то может и злоупотребить вашей добротой. Друзья, если даже звезды подготовили для вас испытания сегодня, не расстраивайтесь. Главное верить в себя, и тогда все обязательно получится. Ну а сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу, после которой вернемся и продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами. С 14 по 18 декабря Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия приглашает на главное итоговое мероприятие года «Время молодежи-2020». Проектная деятельность, курсы повышения квалификации, круглые столы, дискуссии и награждение лучше. Справки по телефону 507-123. Дарение и получение подарков официальными лицами ставит под угрозу объективность принимаемых решений. Государственный муниципальный служащий не должен получать подарки. Подарки и деньги в том числе могут расцениваться как взятка, что создает условия для возникновения конфликта интересов.
Впервые в Якутске стильные роскошные шубки из натурального меха от крымской меховой фабрики Дуэт Фур. Новая коллекция. Все изделия из канадского сырья. Модницы Якутска, нам есть что вам предложить. Торговые ряды Кружала, улица Амосова, дом 1. Ақсыне 30 күніге ындықасыға ағағасы беріге. Жол түхілгеті республикадағы бірек супер берістері ойналар. Уан Тойота масына. Жекускайға 15 сыр участыға онтондатын сынала берістер. Онитуға кыттар матамир мағығын сертификаттара Жекускайға улустарға атыланалар. Саңа жылға жол түхілгеті Энджиагар. Устали от вируса гриппа и простуды? Рециркуляторы бактерицидные, защитные блокаторы, пульсоксиметры, бесконтактные термометры, медицинские маски. Здоровье вашей семьи под надежной защитой с компанией Стоп Вирус. В салонах «Торнадо» с 19 декабря по 13 января праздничные скидки до 70%. Розыгрыш 100 тысяч рублей. «Торнадо». Сағабыт сайдам жонун уру ювелирне компания саңа жылынан ағарталир. Үйөрү көтү үктелленен жол соргу кынаттанын чугас. Таптыр жоңутугар уру седерей оңохуктарын бәлі хундум. Уругут тенейдин. Еще раз доброе утро, дорогие телезрители. С вами вновь передача «Новый день». Мы работаем в прямом эфире. И сейчас мы хотим вам рассказать о ценных призах, которые разыгрывает Алмаз Эргиен Банк, среди которых суперприз автомобиль Kia Rio X-Line, iPhone 12, 1000 литров бензина и 5-кратный рублевый кэшбэк свои на карту. Подробнее об условиях розыгрыша смотрите в следующем материале. Алмаз Эргиен Банк объявил розыгрыш ценных призов в честь 27-летия со дня своего основания и первой годовщины запуска системы лояльности «Свои». Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно лишь расплачиваться картой банка. Совсем скоро новогодние праздники, и это отличный повод сделать себе и своим близким приятное. Алмаз Эргиен Банк предлагает приобрести подарки у своих многочисленных партнеров по системе лояльности «Свои». Это десятки магазинов, кафе и ресторанов, продуктовых, салонов красоты, цветочных салонов, автозаправок, клиник и аптек по всей республике. В свой 27-й день рождения Алмаз Эргиен Банк запускает акцию для наших клиентов. Расплачиваясь картой нашего банка у партнеров программы лояльности «Свои», вы можете стать обладателем автомобиля Kia Rio X-Line. Помимо автомобиля будут разыграны iPhone 12, 1000 литров ГСМ, и 24 победителя получат приз в размере увеличения своего кэшбэка в 5 раз. Срок проведения акции с 1 декабря по 10 января 2021 года. Для участия в акции вы должны соблюсти следующие условия. Первое. Подключить карту к программе лояльности «Свои». Второе. Установить мобильную версию АЭП онлайн. Третье. Совершить не менее 20 покупок на общую сумму от 20 тысяч рублей у не менее 10 торгово-сервисных точек партнеров. С полным списком партнеров вы можете ознакомиться на сайте свои.albank.ru. Итоги акции будут объявлены 14 января 2021 года в Старый Новый год. Если у вас нету карты Алмаз Эргиен Банка, вы можете оформить онлайн через сайт банка, позвонив в колл-центр по номеру 8 800 100 34 22 или оформить в отделении банка. Позвольте от имени Алмаз Эргиен Банка поздравить жителей нашей республики с наступающим Новым годом. Желаем вам здоровья и благополучия. Подключайтесь к программе лояльности «Свои», получайте кэшбэк реальными деньгами каждый месяц. Становитесь участниками розыгрыша, и, возможно, именно вы 14 января станете одним из 27 счастливчиков, обладателей ценных призов от Алмаз Эргиен Банка. Друзья, принимайте участие в этом розыгрыше, ведь на кону действительно очень ценные призы. Ну что ж, друзья, мы сейчас хотим приступить к нашей первой теме эфира. Как вы все прекрасно знаете, в России стартовала вакцинация от COVID-19. Наша республика уже получила несколько партий, это порядка уже 700 доз. И вот первую вакцину у нас получили медики, работающие в красной зоне. О ходе вакцинации у нас в республике и как все это работает, нам расскажет медсестра ковидного отделения детской инфекционной клинической больницы Елена Суханова. Она сейчас с нами на прямой связи. Итак, Елена, доброе утро.
Здравствуйте. Ну что ж, и в первую очередь, конечно, хотелось бы вот поинтересоваться, да, мы знаем то, что действительно в первую очередь эти самые вакцины получили люди, которые непосредственно, ну, работают, да, контактируют с этим вирусом. А кто же получит вакцины вот после медиков, которые работают в красной зоне? Ну, у нас есть медики, которые работают в стационарах и в поликлиниках. Вот они будут. Потом следующие пойдут учителя, преподаватели, ну и соцработники. Мгм. Ну, таков у нас распорядок. Конечно же, в скором времени у нас уже будет массовая вакцинация, но мы к этому еще дойдем. Ну, а у людей возникает вопрос, вот обязательно ли вообще вакцинирование, вот по вашему мнению? Можно ли обойтись вот без нее? Но вакцинация – это один из самых эффективных способов создания как индивидуального, так и коллективного иммунитета при многих инфекционных заболеваниях, в том числе и при коронавирусной инфекции. Мгм. Ну, то есть, конечно же, стоит ее получить, если мы хотим защитить Да. себя от этого вот вируса. Ну, может возникнуть у людей еще такой вопрос. Вот, например, кто-то недавно получил уже вакцину от гриппа, и он может подумать то, что, в принципе, это тоже поможет вот, от ковида, да? Вот что в таком случае вы посоветуете? Но прививка от ковида, от гриппа, от ковида-19 не защитит. Хотя заболевания, они похожи по многим симптомам, да, но вирусы их вызывающие разные. Абсолютных противопоказаний, да, для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции и гриппа с прививками нет. Нет противопоказаний. Но индивидуально для каждого человека, ну, совместимость определяет лечащий врач. Мгм. Ну вот, конечно, мы говорим тогда о том, что прививка от гриппа и прививка от COVID-19 совсем разные истории, ведь не зря разные прививки, да, в конце-то концов. А вот мы говорим о том, что вот заговорили, да, о противопоказаниях. Вот, если говорить о прививке от COVID-19, какие вот противопоказания есть, давайте об этом поподробнее. Мгм. Так, ну это гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, потом тяжелые аллергические реакции в анамнезе человека, да, обострение хронических заболеваний, острые респираторные заболевания, беременность, период грудного вскармливания, потом возраст до 18 лет и тяжелые поствакцинальные осложнения, если они были после предыдущих прививок. Ну а так полный перечень и точные формулировки противопоказаний можно прочитать в инструкциях по применению вакцины. Мгм. Ну, я надеюсь, что все наши телезрители внимательно выслушали то, что вы сказали. Ну, а что касается людей, которые уже переболели вот ковидом, нужна ли им прививка? Но это уже определяет лечащий врач. Там уже надо анализ сдавать крови и определять уже по титрам. Мгм. Да, есть они защита, иммунитет есть от ковида или нет. Это уже, да, лечащий врач уже индивидуально также определяет Ну, для тут, каждого. да, действительно, конечно, индивидуально, да. Ну и вот напоследок хотелось бы поинтересоваться. Мы знаем, что вы получили вот прививку от COVID-19. Пожалуйста, я думаю, всем телезрителям очень интересно вот, да, узнать о ваших вот наблюдениях. Вот, что вы почувствовали вот, и как себя чувствуете? Но вакцинация делается двухкратно с интервалом 21 день. Я получила пока первую дозу. Мгм. Ну, хорошо, никаких аллергических местных реакций нету, поэтому себя чувствую хорошо. Мгм. Отлично. Ну что ж, мы рады за вас и хотим пожелать вам удачи и успехов в вашей дальнейшей работе. Спасибо, что нашли время и пообщались с нами. Желаем вам доброго дня. Ну что Спасибо, ж, до свидания. друзья, мы идем далее. Сейчас хотим предложить вашему вниманию один очень интересный материал. Ежегодный конкурс, республиканский конкурс под названием «Эхо тундры и тайги» в этом году прошел в интерактивном формате. Благодаря этому в нем смогли принять участие конкурсанты из Бурятии, Камчатки, Красноярского края и Амурской области. То есть благодаря вот интерактивности, да, у нас по сути республиканский конкурс превратился в межрегиональный. Автор проекта и бессменный председатель жюри Владимир Индигирский отметил рост мастерства и владения материалом участников фестиваля. Подробнее в следующем материале. Мы, народ такой северный, очень, оказывается, талантливый, креативный, что мы очень быстро освоили технологию. И вот
со всех улусов отправили свои видеозаписи. У нас, когда мы делали в живьем, когда они на сцене выступали, они не могли приехать по разным финансовым и маршрутным, погодным условиям. А сегодня они могут спокойно принять участие. Все очень даже хорошо получается. В преддверии Нового года наш конкурс зазвучал еще раз сильнее. И теперь мы все с нетерпением ожидаем, кто же из них станет победителем. Мне хочется пожелать всем телезрителям наступающим Новым годом, хорошего настроения и не давайте не отчаиваться. Все только начинается. Hayya Muhammad bakaldımmi Hayya Muhammad bakaldımmi Hayya Muhammad nengenel Hayya Muhammad nengenel Gokay 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 Heyra heyra Heyra, heyra, hecca, 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 hecca. Nahre, 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 nahre. Kwanakka bitebekenitten hegelim dugan heyratın. Kwanakka bitebekenitten hegelim dugan heyratın. Heyra, 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 heyra. Hecca, 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 hecca. Nahre, 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 nahre. И именно вот как мы Дом дружбы народов, конечно, то, что вот наш фестиваль «Эхо тундры и тайги», он стал теперь и среди регионов знакомым. Может быть, действительно, мы выйдем совершенно вот на другой вот уровень, когда к нам уже в Дом дружбы народов вживую приедут эти исполнители, и мы вот будем присуждать премии среди нагайцев, нанайцев, среди коряков, да, там, конечно, вот хотелось бы, конечно, вот этого, чтобы именно это был большой праздник, праздник нашего фольклора, праздник нашей дружбы между народами. Друзья, что может подарить новогоднее настроение? Конечно же, новогодние игрушки. Ну и, конечно, замечательно, если они еще и сделаны своими руками, ведь они настраивают нас на праздничное настроение и дарят радость. А тему продолжат мои коллеги. Всем привет! Меня зовут Тая. И в преддверии новогодних праздников я хочу поделиться с вами о идее новогоднего подарка, который легко сделать своими руками, из простых материалов, и также в процесс вы можете задействовать ваших детей. Будем делать вот такого бычка, символ 2021 года. И для этого нам понадобится обычный пластиковый шарик, он уже покрыт белой акриловой краской. Также понадобится полимерная глина, любая, как запекаемая, так и самовытвердевающая. И еще подойдет соленое тесто. Еще нам нужен будет джутовый шнур. Из него мы будем делать челочку, бантик и хвостик. Прозрачный клей, акриловые краски, кисть и хорошее настроение.
Вот такие милашки у нас получились. А я желаю вам вдохновения, праздничного настроения. Радуйте друг друга милыми подарками и с наступающим Новым годом! Друзья, Япония давно славится качественными товарами, особенно качественной бытовой химией, потому что в составе только природные компоненты. Отсутствуют резкие химические запахи, эффективность и экономичность в применении. Все это отличает японские товары. В магазине Хозторг самый большой выбор качественной японской и корейской продукции по самым выгодным ценам. Ну а сейчас мы уйдем на короткую рекламную паузу, после которой вернемся и продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами. Еще раз доброе утро, дорогие телезрители. С вами вновь передача «Новый день». Сейчас мы передаем слово нашим коллегам. Эфир продолжает новостной блок. Утренний эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Сегодня состоится ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Она пройдет в видеоформате и будет включать элементы прямой линии. Эти изменения были внесены из-за ситуации с коронавирусом. Региональные журналисты будут работать на спецплощадках в своих федеральных округах. Ну а в Москве представители СМИ соберутся в Международном центре торговли. При этом каждый россиянин может задать свой вопрос президенту. Для этого необходимо зайти на сайт moskvaputinu.ru и выбрать один из способов. Также к российскому лидеру можно обратиться в формате видео или текста через одноименное приложение. Известно, что все поступающие от россиян обращения обрабатываются волонтерами. Срок возврата долгов по кредитам в России продлен до мая следующего года. Сенаторы одобрили поправки в закон об особенностях возврата просроченной задолженности в период пандемии. Ранее срок возврата долгов по кредитам без крайних мер принуждения ограничивался октябрем текущего года. Авторы поправок подчеркивают, что данные меры особенно актуальны для представителей малого и среднего бизнеса, которые столкнулись с серьезнейшими сложностями во время пандемии. Минпросвещение усилит работу с учениками по безопасному поведению на дорогах. Министерство также уделит внимание развитию центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Об этом сообщила замдиректора Департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Юлия Костыряченко. По ее словам, на сегодняшний день таких центров всего 120 на всю Россию, но министерство будет стремиться создать их в каждом регионе. Кроме того, рассматривается вопрос о создании окружных центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. До 10 тонн повышена грузоподъемность на ледовом автозимнике Хатасы-Павловск. Комиссионное решение Укравтодора Республики и МЧС России принято накануне после замеров толщины льда. Открытие переправы для проезда машин с максимальной массой до 20 тонн ожидается на следующей неделе в зависимости от промерзания льда. В настоящее время продолжаются работы по устройству ледового автозимника в направлении Кангаласы-Сотенцы. Ориентировочно его открытие намечено на 27 декабря. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет за декабрь будет выплачено до конца года, а не как положено в первой половине января. Отметим, такая практика в региональном отделении Фонда соцстрахования «Нинова» заблаговременные выплаты в конце года производят в связи с длительными выходными в январе. Получая такое пособие в республике порядка 9 тысяч семей. У нас по республике в целом получают 8900 получателей по уходу за ребенком до 1,5 лет. Хочу сделать ремарку, что это именно работающие граждане, которые сидят сейчас по уходу. Всего выплачено 144 миллиона рублей, ежемесячно выплачивается в зависимости от размера заработной платы работающих граждан и в соответствии с количеством детей.
Сохраняя наследие, продолжая традиции, выставку о Чурапчинском улусе открыли в Якутском музее истории и культуры народов Севера имени Ярославского. Экспозицию посвятили столетию образования Якутской ССР и 90-летию улуса. Среди уникальных экспонатов есть серебряный комплект женских украшений XIX века, иконы якутского самородка Мыты-Якы, письменный стол писателя Семена Яковлева. Интерес посетителей вызывает и старинный телеграфный аппарат, принявший телеграмму от самого Ленина. Отдельно есть экспозиции, посвященные первому якутскому лингвисту Семену Новгородову, профессору Георгию Башарину и другим знаменитым уроженцам Якутии. Мы следим за развитием событий. Берегите себя и удачного дня. Благодарим наших коллег, друзья, и мы приступаем сейчас к нашей следующей теме. Грант – это часто огромная возможность. На гранты подают заявки многие, но по понятным причинам победителями становятся не все. Какие ошибки чаще всего люди допускают при составлении и подаче таких заявок на эти гранты, нам расскажет эксперт Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив соработничества Михаил Вячеславович Курашин. Он как раз сейчас уже третий день у нас работает в Якутске, приглашенный эксперт всероссийского уровня. Ну и, собственно, давайте приступим к разговору. Михаил, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, давайте сначала мы поговорим о том, как же у нас проходят тренинги, в каком формате и кто вас пригласил, в рамках какого мероприятия все это будет у нас проходить. Ну, во первых строках, да, как говорится. На самом деле, оказаться в очередной раз в Якутии это достаточно интересно, потому что вот это уже четвертый мой приезд за 3 года. И могу отметить, что последние 2-3 года отличаются высоким ростом активности общественных некоммерческих организаций якутских по участию в разных конкурсах и по победе в этих конкурсах. И поэтому вот эта положительная динамика, она заставляет в том числе и местные организации думать о том, как развивать этот успех, чтобы не потерять то, что накоплено. И я рад, что в Якутске появился проект, целью которого является оказание помощи большому количеству общественных организаций. Это проект ресурсного центра АКФА, который получил поддержку за счет гранта главы республики и объединил в себе все ресурсные центры, которые существуют. То есть это достаточно уникальный опыт для страны, потому что в основном приходится сталкиваться с ситуацией, когда все друг друга видят конкурента и не особо хотят дружить. А здесь ситуация обратная, то есть здесь ресурсные центры объединились, и за счет этого объединились те клиенты, да, то есть те общественники, которые работают с этими ресурсными центрами, и есть возможность работать с большим количеством организаций, соответственно, с большим количеством идей. И я рад, что такая возможность есть у меня, несмотря на ту природную свежесть, которую встретил Якутск. Меня каждый раз для человека, который из центральной части России, конечно, 46-50 это очень приятное ощущение. Поэтому этот проект есть, этот проект реализуется, и в рамках этого проекта 3 дня мы работаем в достаточно интенсивном режиме. Это всевозможные онлайн встречи, это проведенный тренинг по тому, как правильно составить заявку и как не допускать ошибки при составлении заявок, ну и много-много консультаций. Тренинги, консультации, очень такая богатая у нас программа. Ну и давайте, собственно, приступим к разговору о главной теме этих тренингов. Понятно, что такое грант, да? Человек подает заявку, чтобы получить помощь финансовую. Ну а что же такое заявка, что в ней должно быть и в чем вы советуете не ошибаться при составлении, собственно, этой заявки? Но на сегодняшний момент в стране существует порядка 100 организаций, которые проводят различные грантовые конкурсы. То есть это распределение благотворительного финансирования под реализацию каких-то социальных инициатив и проектов. Организации предлагают разные конкурсы. Есть конкурсы простые, для начинающих есть конкурсы достаточно сложные. И в каждом из них есть свои нюансы, свои требования, свой порядок составления документов. Понятно, что те, кто только начинает эту работу, им необходима помощь именно по первичному оформлению. Да? То есть что такое заявка, какие разделы существуют, как
какую информацию вносить. Те же, кто более опытные, им уже хочется слышать советы, такие лайфхаки от экспертов относительно того, чем можно усилить заявку, какими идеями, какими там оборотами, какими фишками для того, чтобы, собственно, побеждать уже на более серьезных конкурсах. И поэтому вот мы идем и с теми, и с другими, потому что, ну, понятно, что когда есть позитивные примеры, успешные примеры сильных организаций, под это дело подтягиваются и новички, и более слабые организации, и поэтому они тоже нуждаются в этой помощи. Как раз, собственно, в этом миссия ресурсных центров и есть, чтобы выявлять все активности, которые есть, и доводить их до серьезного уровня. Ну вот при составлении заявки, да, ну, понятно, что побеждает та заявка, которая составлена, более грамотно, да, вот на какие моменты стоит обратить особое внимание, самый главный момент? Самый главный момент – это деятельность должна иметь социальную ценность. То есть эта деятельность должна быть важна для того человека, на которого она направлена. То есть это не поддержка самой организации, это не поддержка того, что вот у организации есть хорошие мероприятия, а это то, что по итогам этих мероприятий эта организация помогает человеку решить какую-то актуальную и важную для него социальную проблему, которая меняет, которая ухудшает его жизнь, которая мешает ему жить. Ну, примеров можно приводить много. Это и тема, предположим, одиноких пожилых людей, да, одиноко проживающих. У нас, к сожалению, пандемия показала, что под взглядом органов социальной защиты находятся отнюдь не все пожилые люди, которые проживают одиноко и которые маломобильны. И поэтому выявление этой категории показало, что им надо помогать, потому что вопрос и обеспечения продуктами питания, и психологическая помощь, эти люди оказываются вне зоны внимания. И таких примеров достаточно много. То есть это не надо думать, что это только шарики-фонарики, что это какие-то такие увеселительные мероприятия. Нет, инициативы в первую очередь направлены на помощь людям. И поэтому выигрывают те проекты, те заявки, которые наиболее точечно, эффективно решают эти проблемы. Ну вот вы уже третий день, да, ведете свою работу в Якутске. С кем, собственно, вы проводите тренинг? Ну, организация на самом деле различна, да, то есть вчера у нас были и Союз женщин, вчера у нас был и точка кипения, да, то есть вроде с одной стороны это такая одна из продвинутых структур должна быть, да, а с другой стороны они сталкиваются с теми же проблемами, то есть те же самые ошибки, которые есть. Много организаций есть, которые обращались по работе со старшим поколением. Есть примеры, вчера тоже были, когда речь идет о такой проблеме, как алкоголизм, да, то есть борьба с алкоголизмом на территории. То есть спектр очень широкий. И я думаю, людей много идей, собственно, да? Ну что ж, Михаил, большое спасибо, что нашли время и посетили нашу студию. Мы желаем вам дальнейшей плодотворной работы. Сегодня, кстати, завершающий день, да, тренинга? Сегодня, скажем так, очередной день, потому что я думаю, что мы работу дальше в онлайн-режиме будем продолжать, поэтому очередной. Очередной день, продолжается работа. Желаем вам успехов и, собственно, плодотворной работы. Ну, а мы с вами, дорогие друзья, уходим на рекламную паузу, после которой вернемся и продолжим наш эфир. Для тех, у кого снижен слух, мы подарим всю палитру звуков с помощью современных и качественных слуховых аппаратов. Звоните в Аудиослух. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Читайте в новогоднем журфиксе семейный портрет шеф-повара Габышева, итоги года, хроники COVID-19, словом божьим о здоровье, зрелые браки, наши за рубежом, Мексика, золотая леди, онлайн-финал, восточный гороскоп. Здравствуйте в новом году и всегда. Респекка саңачылынан отут брахенгадери чапчати, колобор улахан кымталақ MSI ноутбук, GTX 16 Ti видеокарталақ, 6-2 тыгынча 900 соғуанға, Жокускай, Ленин проспеган отут алтата. Видал? Ма, что поесть?
Я за продуктами. Иду за продуктами, а сама делайте покупки, не выходя из дома, на sbermarket.ru. Теперь в Якутске. Сбермаркет. Ходите в магазин по-новому. Приглашаю вас в свой новогодний волшебный проект, которого вы никогда не видели. 10 автомобилей! Toyota East, Toyota Allion, Toyota Vitz, Toyota Belta, Corolla Axio, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Raktis, Toyota Hiace Millioник, Toyota Wish, Toyota Platz. Этого мало? А еще разыгрывается 15 участков! 30 декабря на канале МТК. Не пропусти 17:00. Ждешь только-то. Успей приобрести сертификаты! Еще раз доброе утро, дорогие телезрители. С вами вновь передача «Новый день». Мы работаем в прямом эфире. Сейчас информация для любителей фильмов. Картина «Серебряные коньки» стала лидером российского проката за минувшие выходные. Настала очередь посмотреть фильм якутянам. Сегодня состоится премьера новогодней мелодрамы. Вместе с этим стартует показ еще 3 картин, о которых мы расскажем вам в рамках нашей традиционной рубрики под названием «Киноафиша». Давайте посмотрим. Ну что ж, друзья, успевайте покупать билеты и посетить эти киносеансы. Ну а мы сейчас в заключительном блоке будем говорить о спорте, а именно о дартсе. Ведь мы знаем, что пандемия коронавируса изменила планы всех спортивных федераций. Мы знаем, что массовые мероприятия и соревнования отменены, перенесены на неопределенный срок. Но, как оказалось, все-таки есть вид спорта, который при условиях даже действия ограничительных мер может проводить соревнования. И будем мы, как я уже сказал, говорить о дарте. А говорить о дарте мы будем с Макаром Яковлевым. Он победитель онлайн-турнира города Якутска по этому виду спорта, который, кстати, прошел совсем недавно. Итак, Макар, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, если говорить об этом турнире, который прошел совсем недавно, понятно, что он прошел в режиме онлайн. Как он прошел, сколько людей приняло участие? Впервые в рамках городских, даже республиканских, прошел турнир у нас 29 ноября. Значит, участие приняли 25 человек, 17 мужчин и 8 женщин. Мы, значит, участвовали посредством площадки Webcam Darts и, значит, через видеосигнал WhatsApp, так как у нас не позволяет пока интернет-провайдер везде провести связь. Ну сейчас наши телезрители видят кадры не с этих соревнований, это у нас архивные кадры, отметим. Конечно же, соревнования у нас проводились в режиме онлайн, и, собственно, об этом будет мой следующий вопрос. Насколько сложно было адаптировать соревнования именно в онлайн-режим? Сложностей таковых нет. Самое главное — это наличие инвентаря, веб-камеры и качественной связи. В принципе, это основные условия, которые нужны для участия в онлайн-турнире. Независимо от места расположения, нахождения участника, очень доступный действительно спорт в данное время. Как раз таки, да, в этом плане все просто сходится, да, сама специфика позволяет именно проводить соревнования в онлайн-режиме. Например, человек с одного уголка республики будет состязаться с человеком, который находится в столице или в близлежащих районах. Собственно, чем вы и воспользовались, да, проведя первый в истории онлайн-турнир города Якутска по дартсу. Ну, говорим мы о доступности, давайте будем далее развивать эту тему. Доступность дартса, например. Чтобы заниматься дартсом, что нужно человеку? Как я понимаю, купить инвентарь соответствующий и просто найти место, да, где заниматься? Да, главное купить инвентарь. Место может быть, это каждый у себя дома может заниматься, в клубах. Значит, основное — это иметь желание и цель. Значит, желание и цель, и, в принципе, мы ждем вас на всех соревнованиях. Главное — участвовать как можно больше, чаще, встречаться с друзьями. Как говорится, девиз дартса — это
поиск новых друзей, игра среди друзей и для развития дартса. Ну, дартс у нас поживает прекрасно, у нас есть федерация, у нас есть клубы, у нас проводятся соревнования даже в такой непростой для спорта период. Вот если говорить, да, о том, что у нас все-таки соревнования вот идут, и мы знаем, что скоро, на днях, да, буквально, стартует еще одно онлайн-соревнование, именно уже чемпионат республики. Вот как идет подготовка к этим соревнованиям, я думаю, уже по накатанной схеме пойдет, да, вот. Что касается участников, вот идет прием заявок, сколько участников уже заявилось, что ждем от этих соревнований? Да, совершенно верно. Сегодня буквально завершается регистрация. Последний день, значит. Последний день сегодня для приема заявок на участие в республиканском чемпионате. Чемпионат пройдет с 18 по 20 декабря. Значит, на данный момент зарегистрировано 40 участников. Это получается у нас 11 женщин, 29 мужчин. Да, с разных уголков республики. Кто еще не успел, милости просим, регистрируйтесь, участвуйте. Да, дорогие друзья, присоединяясь к этому призыву, успевайте. Сегодня последний день приема заявок. Единственное требование – это у нас наличие спортивного инвентаря соответствующего. Информацию об инвентаре вы можете спокойно найти в интернете. Ну и, конечно же, телефон с хорошим интернет-соединением. Это сейчас для онлайн-турнира самое главное. Ну и, собственно, для чего все это делается, да? Для чего вот у нас призываем население заниматься видами спорта, в частности, дартсом, да? Конечно, у нас есть куда стремиться, ведь якутяне успешно выступают, ну, соревнуются не только между собой, да, на всероссийский уровень тоже выходят. Вот об успехах якутян, например, на чемпионатах Дальнего Востока. Да, в этом году у нас плодотворный год в рамках участия на турнирах. На Дальнем Востоке наша сборная команда заняла первое место по Дальнему Востоку, в связи с чем получила квоту для участия на российских чемпионатах. Значит, выезжали на Кубок Байкала в августе месяце. И в октябре с 29 по 5 ноября проходил чемпионат России. Наша команда тоже там приняла активное участие, где девушки наши заняли призовые места. Ну что ж, действительно, есть результаты, вот, поэтому мы и занимаемся этим. Да, Макар, большое спасибо, что посетили нашу студию. Желаем вам удачи в проведении чемпионата республики. И, конечно же, желаем вам удачи в следующих стартах. Конечно, надеемся, что они будут уже совсем скоро. Ну а мы с вами, дорогие друзья, на этом прощаемся. Эфир продолжит Саңа Күн и мои коллеги. Оставайтесь с нами.